Если мы мыслим о культуре, это уже значит, мы мыслим и о красоте, и о книге, как о создании прекрасном. Морш Шелдашук, мы приветствуем вас на телеканале «Магаз». Вы смотрите программу «Культура», с вами Элиза Барахоева. И вначале коротко о главном. Героям России посвящается. Творческая делегация нашей республики приняла участие в фестивале-форуме патриотических программ народного творчества, который стартовал в Республике Дагестан. Наша гордость. Под таким названием в Государственном музее изобразительных искусств прошла выставка-аукцион известного фотографа Заура Плиева. Он делится с нами своими впечатлениями. На театроведческом факультете ГИТИСа учреждена именная стипендия имени ингушского прозаика Идриса Муртузовича Базоркина. Героям России посвящается. Творческая делегация нашей республики приняла участие в фестивале-форуме патриотических программ народного творчества, который стартовал в Республике Дагестан. Проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Концертная программа проходила на одной из площадок фестиваля архитектурного комплекса «Цитадель» на Рынкала. От нашей делегации на форуме выступили квартет вокалистов Горского кадетского корпуса имени Абдуллы Цароева под руководством Любови Горбаковой и воспитанница вокального кружка Дома культуры сельского поселения Троицкая Имана Хашиева, ученица Фатимы Плиевой. Выступления наших юных талантов были очень тепло встречены публикой, отмечает художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Ася Абдурзакова, которая возглавила делегацию. Организатором мероприятия выступило Министерство культуры Дагестана. Форум-фестиваль «Героям России посвящается» собрал на своей площадке творческие коллективы исполнителей народных и патриотических песен из республик Северного Кавказа и Дагестана, таким образом проложив мосты дружбы между разными народами. Наша гордость. Под таким названием в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия состоялось открытие фотовыставки аукциона работ известного фотографа Заура Плиева. В рамках проекта было представлено 35 портретных работ старейшин Ингушетии, а также 15 натюрмортных фоторабот. Каждый желающий смог приобрести понравившуюся работу на аукционе. Подробности в материале. Выставка собрала творческую интеллигенцию региона, среди которой много коллег и друзей Заура. Примечательно, что также ее посетили сами герои фотопортретов, их родные и близкие, для которых это бесценная память. Это событие стало настоящим праздником для всех любителей искусства фотографии, так как имя Заура Плиева уже давно ассоциируется с высочайшим мастерством в этой области. Его работы – настоящие произведения фотохудожника, которые передают глубину чувств, красоту момента и душу человека. Каждый кадр – результат нелегкой работы фотографа, который не только обладает талантом, но и владеет уникальным умением видеть мир по-своему, улавливая незаметные детали и создавая атмосферу в своих работах, отмечают сотрудники музея. Сегодня в стенах нашего музея мы представляем замечательный проект Заура Плиева, который называется «Наша гордость». Этот проект посвящен, в общем, работы, представлены сегодня, выполнены в разном жанре. Это портреты, они являются основой экспозиции. И в основном лица, изображенные на портретах, это люди преклонных лет, наши с вами, можно сказать, мамы, бабушки, отцы, люди, которые, в общем, повидали в жизни, наверное, очень много различных тягостей, многие из них испытали на себе тяготы выселения 1944 года. И вот этот отпечаток, мне кажется, пережитого ими на этих лицах. И эти лица, поэтому, мне кажется, они даже более интересны нам, потому что это, знаете, это какая-то вот мудрость в этих лицах. Это в этих лицах какая-то память нашего народа. Поэтому вот именно эти фотографии, они бесценны именно тем, что они передают какой-то вот дух народа, и их нужно сохранить, разумеется, для будущих поколений. Кроме портрета представлен еще натюрморт. Мне кажется, что вот натюрмортом он занялся совсем недавно, потому что я раньше не видела эти фотографии с изображением натюрморта. И они тоже выполнены очень хорошо. Он так подошел к ним креативно. Очень интересные работы. Мы пришли на эту выставку, потому что здесь есть фотография
нашей прабабушки. И у нас есть сейчас память про ней. Она была добрая, и на фотографии видно, какая она была добрая. Заур Плиев известный в Ингушетии и за ее пределами фотограф. Он достойно представляет наш край на престижных всероссийских и международных выставках, где его работы приковывают внимание посетителей и высоко оцениваются даже самыми строгими критиками. Фотографов много, у каждого в кармане есть телефон. Но профессиональных фотографов, к сожалению, мало. И популяризация ингушской фотографии, работа наших фотографов очень необходимо. Необходимо проводить такого рода выставки далеко за пределами нашего региона. Человек, вооруженный фотоаппаратом, умеет остановить мгновение. Он передает характер, внутреннее состояние человека, его переживания, сопереживания. Очень необходимо развиваться в этом направлении. Очередная выставка Заура говорит о том, что он плодотворный фотограф. Одно дело просто фотографировать, а другое дело представить на суд зрителя свою работу. Это совсем другое дело. И натюрморты, которые представлены, вот, наполненные жизненным опытом, мудростью, страданиями, гонениями, портреты тех, кто сегодня изображен на этих фотографиях, говорят нам о том, что наш народ находился в кругах земного ада. Фотография стала одним видом искусства, и фотография ежедневно развиваться художниками. Это знание, в полной мере относится и к человеку нашему герою Зауру, который уже часто убеждал во многих региональных Каждое фото – история жизни, рассказанная через взгляд, морщины и яркую индивидуальность. В его работах проявляется глубокое уважение к старшим и стремление запечатлеть их неповторимую красоту, которая наполняет их душу и сияет в их глазах. Наша гордость – это попытка увековечить память о поколении, которое строило и развивало республику. Это также призыв к молодому поколению учиться у старших, перенимать их мудрость и ценности, отметила директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия Любовь Тумгоева и вручила Зауру диплом за проведение выставки. Не обошлось без музыкального оформления. Талантливые юные солисты ансамбля «Оула» Марина Заурова и Мухаммед Амирханов, а также солистка Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева Лолита Хашигульгова поздравили Заура с открытием персональной выставки, исполнив для всех музыкальные композиции. Впечатления неоднозначные, потому что тематика выбрана достаточно такая сомнительная, рискованная. Но мне кажется, виновник сегодняшнего торжества справился с задачей, да, представил очень много интересных работ, разделил на две категории. Да. Одну он назвал «Наши лица», вторую работу он свою обозначил как «Натюрморт». Если говорить о наблюдениях, да, которые происходили во время выставки, то видно, что, конечно же, ему удалось, да, передать некоторую атмосферу, да, тех или иных событий. Видно, что его работы изучаются. Ну и, конечно же, это говорит нам о том, что в чем-то, собственно, да, затея его удалась. И, мои поздравления, конечно же. Заур Плиев, он является членом Союза театральных деятелей в Ингушском республиканском отделении. Поэтому это часть его работы, нашей самостоятельной творческой работы для молодых деятелей культуры. То есть он вошел в стипендию Союза театральных деятелей. И когда мы с ним обсуждали, какой же проект
мы будем отправлять заявки, мы решили, что этот проект будет наша гордость. Потому что, наверное, не у многих фотографов и не во многих регионах есть такие проекты, которые посвящены нашему старшему поколению. Поэтому это очень трогательно, во-первых, это очень мудро. И в каждой фотографии есть кусочек жизни, и в каждой фотографии есть искренность, в каждой фотографии есть любовь к тем людям и к тому месту, где они живут, а это очень многое значит. Я давно наблюдаю за работами, давно наблюдаю за этим проектом. Вот. Мне очень понравилось. Фотографии просто изумительные, красивые, переданы. Вот именно эмоции стариков переданы. Вот, очень интересная работа. Присутствует, конечно, художественная составляющая. Вот, это не просто фотографии, это практически картина на самом деле. Вот, очень эффектно и интересно обработано и снято. Очередная выставка фотографов в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия стала знаковым событием в нашем регионе и оставила после себя приятное послевкусие, что отмечает каждый посетитель мероприятия. Выставка продлится до 23 сентября текущего года, и у вас остался ровно один день, чтобы успеть ее посетить. Действует федеральная программа «Пушкинская карта». По завершению выставки мы пригласили Заура Плиева к нам в студию. Здравствуйте, Заур. Здравствуйте. Поделитесь своими впечатлениями. Ну, выставка прошла как раз-таки, как я хотел. Если честно, даже получилось даже лучше. Оправдала и превзошла, да, ваши ожидания? Да, очень сильно понравилось. Это, получается, 4-я выставка. Ну, по этому проекту «Наша гордость», она у меня была 1-я. Считается, вот. Но я надеюсь, еще будет по этому проекту. Ну, к сожалению, вот 3 человек с этой выставки потянет больше. Это у нас Тамерлан Мальсагов, Толхан Булгучева, и только я на выставке узнал, что Евлоева Магомеда Салиюрта тоже нет с нами. Да, Пахетен Боб Далгерштолд. Это герои фотографий, да, да, которые? Это самые красивые, самые лучшие модели мои. А расскажите, как происходил поиск? Вы просто вот выходили на улицу и искали? Как это да, происходит? вот как раз-таки у нас первая фотография была, это было 1 апреля 22 год. И уже 2 числа у нас уже шел Рамадан. Я думаю, с 1-го дня начать Рамадана, я думаю, будет все нормально, все пройдет очень даже хорошо. Первый человек, который я сфотографировал, звали Ауш Руслан. Он как раз таки тоже с Назрани был. Очень такой приятный, такой интересный дедушка. И я подумал, вот хорошо получается. Давай я тогда начну эти фотографии делать. Сам человек послужил вдохновением? Как сама идея возникла? Если честно, вот я в соцсетях увидел одного фотографа, он живет за пределами нашей России. И я увидел вот фотографию, которую он делает. Но он делает всех фотографировать, и молодых, и взрослых. Я решил сделать просто акцент делать на взрослых, на старшее поколение. Сперва название было «Наши старейшие, наша гордость». Потом подумал, вот название слишком длинное, и мы с другом говорили, если оставить «Наша гордость», будет нормально? Он говорит, да, будет нормально. Я говорю, вот и решил, я думаю, что может быть нашей гордостью, чем наши старики, да, которые все трудные времена, да, и, можно сказать, даже Казахстан, да, можно вскоре вспомнить про это, что они пронесли наши традиции, обычаи, да, чтобы это все нам передать. И я решил, вот я сделаю тоже акцент на них, чтобы их тоже помнили, пусть, сделать такой небольшой такой архив про наше старшее поколение. И я думаю, алхамдулилlah, все получается. Сам герой, он знал о том, что он войдет вот в историю, что эти фотографии будут потом опубликованы? У нас же люди очень скромные, они не любят публичности, они не любят как бы выпячиваться, грубо говоря. Знал он об этом? Да, я, конечно, заранее им говорю, что вот у меня проект, что у меня будет выставка, что фотография будет выставлена, если, конечно, не против. Но было реально, вот примерно ты фотографируешь 30 человек, да, из них 2 человека теперь не согласны, остальные согласны. Они же любят внимание. И был такой момент, еще была выставка в прошлом году, где-то в ноябре была выставка, назывался международный, не выставка, а фестиваль был. Фестиваль назывался «Тюбетейка».
Туда я выставил фотографии, натюрмортные фотографии, немножко пейзаж наш, немножко такое национальное все наше. И портреты, да, в том числе? Да, я несколько портретов туда забрал. И один из, можно сказать, гостей, он художник сам был, подошел, сказал: Заур, что ты хочешь передать этим фотографиям? Я говорю: хочу передать стариков. Но он говорит: тогда фотографируй стариков, а задний фон тебе не нужен. Я решил делать черный фон сзади, чтобы акцент был только на... Не отвлекать, чтобы, Не отвлекать, да. Угу. Но на самом деле бывает интересно, когда вот где-то в горах ты фотографию стариков и тоже передать нашу немножко культуру, если запечатлеть, да, наш пашенный комплекс, наши горы запечатлеть, это бывает очень красиво. Но если фотографии делаются где-то в городе, да, и когда у тебя фон реально неподходящий, да, он не очень красивый, и я стараюсь черным фоном фотографировать его. Я присматривал, когда у меня фотоаппарат с собой, иногда бывало, что ты гуляешь с друзьями и раз видишь бабушку или дедушку, я фотоаппарат у тебя не с собой, я что делаю? Подхожу. Договариваетесь, да? Сюда, беру у них номер телефона, где они живут. Прям как агент из модельного бизнеса. Не, на самом деле очень так интересно, на самом деле, с ними разговаривать. Я же не просто фотографирую, я же и веду с ними беседу, и они рассказывают свою историю. И где-то, можно сказать, уже в 22-м году, вот, в 23-м году, можно сказать, уже я начал и делать и видео дополнительно, ну, записывать небольшие интервью у них. То есть это все будет храниться, это Да. ваш архив? Это у меня сохраняется все. И очень интересно, потому что когда они рассказывают историю, вот я могу хоть пример сказать, вот живет в Карбулаке один дедушка, он очень такой интересный, Зауров Исропол его зовут. У него где-то 27-28 внуков и 37 правнуков. И он рассказал, что его отец служил, можно сказать, в рядах дикой дивизии. У меня как идут старики от 60 и выше идет, да. Ну, дедушке было 87. И каждый дедушка, им бывает приятно, да, когда есть собеседник, который умеет слушать. Не просто, да, как формально, да, послушал, ушел. Нет, у них история бывает очень проникновенно интересная, да, слушает. проникновенно, что хочется реально и запечатлеть не просто на фотографию, но и на видео. А фотографиям, как я хочу передать? Я хочу вот передать их мудрость в лицах, можно сказать, посредством фотографий. И я думаю, как мне рассказывают мои друзья, мои гости, которые приехали на выставку, сказали: вот получается у тебя, Заур. Я говорю: вот спасибо. Вы как-то задаете ту самую эмоцию, анализируя ваши работы. Я наблюдала, что там есть и с улыбкой, да, какие-то портреты, с улыбкой на лице, какие-то более задумчивые, на каких-то даже печаль отображена. Вы как-то выводили их на эти эмоции, я имею в виду, была ли здесь постановка, или же просто вот вы в свободном формате, вы фотографируете, делаете много дублей и выбираете тот самый? Ну, фотограф, он же немножко должен быть немножко психологом, чтобы не просто сказать ему, просто улыбнуться. Я ему просто говорил: «Уйти, у вас красивая улыбка, хозвил, жбага ворха». И он улыбается, вот там было несколько фотографий, которые они улыбаются. Или вот грустный момент, да, я им прошу рассказывать какой-то определенный момент, они рассказывают, и я стараюсь вот как раз таки они когда немножко Чтобы они были не загрустили, постановочные, да, а реальные, да, что эти эмоции? эмоции были живые. Как-то так. Касаемо натюрмортов, хотелось бы отметить, что вот лично на мой взгляд, как обывателя, как человека, который просто наблюдает за всей этой красотой со стороны, даже первое впечатление было, что это картины, вот настолько красивые. А как вам это удалось? Это особая какая-то игра света перед тем, как сделать снимок? Потому что издалека, когда смотришь, действительно, это вот не фотография, а прям вот картина. А когда подходишь, ты уже видишь, что это действительно снимок, фотография. Ну да, вот как раз и когда ты выставляешь определенный натюрморт, ты выставляешь и уже продумаешь в голове, как он будет выглядеть, да, по свету, по цвету, чтобы они были немножко поближе к картинам, да, рисованным живописью. То есть композиционно вы как художник работаете, Да. тоже, получается? Вот, пример взять натюрморт фотоаппарат, который у меня там стоял. Ну, первая фотография, которую я сделал, я как-то, так можно сказать, спонтанно это сделал. Я фотографировал другой вашей фотографии, хотел сделать такой шахматную партию, там стоит фотоаппарат, там книги, там все такое. Я подумал, а если сделать просто акцент делать на фотоаппараты и тоже на книги?
Первую фотографию у меня там стояли вообще другие книги. Потом я подумал, а почему не наши книги поставить? У нас же много хороших книг. «Из 7 веков», «Трудный перевал». Вот, так как раз-таки там лежала еще книга Кодзови Исы «Магас благословенный». Я думаю, лучше наши книги продвигать, чем чужие, которые и так знают. И я стараюсь вот с обработкой тоже не перебарщивать, чтобы не потерять вот ту изюминку, которую я хотел передать. И стараюсь сделать немножко старинный вид. Ну, цвет сепия, немножко есть такого лишь определенное количество. И он как-то получается вот так примерно. Ну, и чтобы люди могли нормально наблюдать, да, наслаждаться фотографией, чтобы цвета их, ну, можно сказать, глаз не резал. И как-то так получается. А над чем работаете сейчас? Хочу запустить еще один проект, связанный с нашими ремесленниками. Не просто всеми ремесленниками, а ремесленниками старшего поколения. У нас много реально ремесленников, ювелиров, кузнецов, гончаров, люди, которые занимаются коврами. Вот я хочу их запечатлеть и сделать такой тоже небольшой архив. Не просто запечатлеть и делать фотографии, как они работают, и делать портреты, ну, на фоне их работы. Я думаю, в скором времени вы увидите, да, и выставка тоже будет. Но с нашей гордостью это не закрывается, на выставке она будет продвигаться. Мы, в свою очередь, желаем вам творческих успехов, и я уверена, что будет еще информационный повод вновь пригласить вас в нашу студию. Удачи вам. Спасибо. Марко. Национальная библиотека имени Джамалдина Яндиева приглашает жителей и гостей республики на книжную выставку, посвященную 235-летию со дня рождения классика мировой литературы Джеймса Купера. Наследие знаменитого писателя велико и многообразно. Более 30 романов, исторические сочинения, публицистика, семейные хроники, сатирические и утопические произведения. На выставке вас ждут издания произведений Купера «Последний из Могикан», «Зверобой», «Шпион» и многие другие, а также издания исследований его жизни и творчества, биографические данные, материалы, рассказывающие о жизни писателя, о его судьбе и окружении. На театроведческом факультете ГИТИСа учреждена именная стипендия имени ингушского прозаика Идриса Муртузовича Базоркина. И уже даже известно имя ее первой обладательницы. Стипендию имени Идриса Базоркина будет получать лучшая студентка театроведческого факультета Нурия Емилова. В ознаменовании этого события художественным руководителем Русского государственного музыкально-драматического театра Республики Ингушетия Микаэлом Базоркиным стипендиантке были вручены 2 книги. Роман Идриса Базоркина «Из тьмы веков» в рыбьей кожи и воспоминания об отце Азы Базоркиной. Библиотека ГИТИСа также пополнилась этими книгами. Важно понимать, что студенты театроведческого факультета – люди, которые в силу своей профессии обязаны много читать. И хочется верить, что девочка, получающая стипендию классика ингушской литературы, ознакомится не только с творчеством и историей Базоркина, но и с историей его народа. Она талантливый и интеллигентный человек. Дай Бог ей удачи во всем, отметил Микаэл Валерьевич. Учреждена стипендия и выплачивается из фонда ГИТИСа ежемесячно в размере 5000 рублей до окончания учебы. Также отметим, что идея создания данной стипендии принадлежит внуку ингушского прозаика Микаэлу Базоркину. Что такое сегодня театроведческий факультет? Это кузница интеллектуальных кадров России. И министр культуры нынешний, уважаемый выпускник театроведческого факультета Российской Федерации, я имею в виду, и ректор этого вуза, и многие другие известные состоявшиеся люди, выпускники этого факультета, это люди с возможностями. Соответственно, если девочка хорошо учится сегодня, значит, завтра у нее будет возможность, наверное, у нее будут появятся какие-то возможности в дальнейшем. И хочется верить, что как человек благодарный, она будет помнить, кто рядом с ней был в трудную для нее минуту. А я привез туда не только роман деда, не один экземпляр, я и девочке подарил, и в библиотеку, а еще и его биографию деда. Поскольку и жизнь деда неразрывно связана с жизнью его народа, то те студенты этого факультета, которые присутствовали на вручении, как люди читающие, наверняка заинтересуются и будут читать и роман,
и историю деда, и, соответственно, историю нашего народа. И в хорошем смысле этого слова, возможно, кто-то из них станет агентом нашего влияния. Участники спецоперации на Украине. В Венгурском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открыта выставка по данной тематике. Напомним, что военнослужащие из нашей республики наравне с другими бойцами России принимают участие в специальной военной операции на Украине. Каждый из них показал пример отваги и храбрости. Многие награждены орденами мужества, и в их честь названы школы в Республике Ингушетия. Подобные выставки способствуют формированию патриотизма у подрастающего поколения. Рекомендуем к посещению. Выставка продлится до 20 декабря текущего года включительно. Действует федеральная программа «Пушкинская карта». На этом наша программа подошла к концу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До новых встреч!